Как Беларусь похорошела за последний год? Может, вы расскажете нам? На все 100% похорошело, можете отметить. А на 100% от чего? От каких показателей? От прошлогодних. То есть, Все хорошо. то есть президент на 100% стал лучше, чем был? Конечно. Улучшился до 100%. Уважаемый, мне нет времени на разговоры. Я на работе. Ну Все, ладно. спасибо за звонок. Бдите, До Олеся свидания. Івановна. До свидання. Бжу. Вітаю, сябры! І ось сканчаецца 2024 год. Мне падаецца, што якасць жыцця ў Беларусі пагаршаецца год ад году. Рэпрэсіі, цэнзура, санкцыі, інфляцыя, трэснутае напапалам мірнае неба. Але прыхільнікі Лукашэнкі не хочуць бачыць дрэнных тэндэнцый. Я іх не буду намагацца сильна пераканаць, таму што проста ў Беларусі зараз крымінальная адказнасць за тое, калі ты бачыш дрэннае. Вось давайте сёння запытаем у ябацек, як на іх погляд Беларусь пахарашыла за гэты год. Поехали! Похорошела, покрасивела, стало намного лучше. Намного лучше, чем когда? Ну, постепенно же все идет, потихонечку. И зарплаты поднялись, и в магазинах все есть, и люди счастливые ходят, и Новый год скоро, и Рождество тоже, и город похорошел, все похорошело. Но не было бы этого ничего, если бы не наш президент. До свидания. Всего доброго. Мы статистику ведем, как похорошела Беларусь. Хотели у вас Слушайте, спросить. ну никаких комментариев я вам не дам. А вы точно в КГБ работаете? Я не знаю, кто со мной разговаривает, поэтому то, что вы представились, это ничего не значит. Живе Беларусь. Все хорошо. Спасибо за поздравления. Вас тоже с Новым годом. До свидания. Сразу так я сходу вам не скажу. Ну, вам зарплату Чем повысили в этом хорошо? году? Ну, как и всем, с 1 января. С 1 января. И только один раз. Да. А нам вот 3 раза повышали. Почему вам один? Не знаю. Какие вот. вы везучие. Так а вы что, из-за зарплаты работаете, что ли? Ну, у нас же сборы не такие уж большие, как по сравнению с другими областями, поэтому мы работаем, соответственно, сбором, и нет возможности повышать так часто. Так а разве ваша Ну, я зарплата не формируется от сборов населения, что ли? Но мы же не можем работать, скажем так, в убыток. Статистика – это конкретные цифры, правильно? Да, ну вот у вас зарплата повышалась сколько раз за год? Что? Сколько раз за год у вас повышалась зарплата? Ой, все понятно, короче. Эти вопросы я вам по телефону даже озвучивать не буду. Хорошеют душою наши люди, в первую очередь молодежь. И это мы видим буквально, вот я, например, вижу, я хочу это видеть, поэтому я это вижу. Хорошеет вся страна. Ну что-то конкретно же можно какие-то критерии выделить. Что выделять? Ночью выйдете в город, посмотрите. Фонари горят ночью, так? Плюс. Естественно. Дороги чистые. Плюс. Конечно. Зарплату, пенсию платят вовремя. Как положено. Как положено. Плюс. России помогаем воевать с Украиной. Плюс. Большой плюс. Прям даже большой плюс. А чего так? Конечно. Это же мы ж Ну, а помогли как? напасть на Украину. Что мы? Ну, мы помогли России напасть на Украину. С нашей территории зашли войска. Вы больной или что? А как было? Выздоравливай, дружище. Больше позитива, гораздо больше. Значит, в области исторической памяти, конечно же, проводятся больше мероприятий. Да и, в принципе, вокруг все люди счастливы, довольны. Но есть же контингент людей, которые несчастлив и недоволен. Например, Олесь Беляцкий, правозащитник, международно известный, сидит в заточении, политзаключенный, например. Или Сергей Вы знаете, Тихановский. да я с ними не знаком лично. Поэтому откуда я знаю, как они себя чувствуют, к сожалению. У меня нет таких данных. Я вижу то, что окружает меня, понимаете? Сегодня за этот год еще более красивыми стала вообще Белоруссия внешне. Наши города наряжаются очень красиво, все города к Новому году.
Завтра вот я еду в Барановичи открывать палаты для ветеранов войн и труда. Ну, у нас в начале года она только похорошела. И насколько Ну, похорошела? Ну, согласно базовой величине. Как увеличилась, так и похорошела, и все. Ох-ох-ох. Вот Такие же надеемся, в этом январе тоже похорошеет. такие продукты, что же в магазине похорошели? Ну, а что Сколько ж раз делать? хорошели продукты в году, а сколько у вас зарплата хорошела? Ну, я вам открою небольшой секрет. Я в магазин почти не хожу, у меня муж занимается этим. Так, Поэтому цены я особо не знаю. так у вас муж, короче, обеспечивает вас. Вам, наверное, и деньги не нужны особо. Нет, ну кому ж не нужны деньги? Нужны просто у нас как-то в семье заложено так, что все расходы, все, добытчик у нас муж. А я так, я работаю себе на булавочке. У нас так в стране заложено. У нас добытчик Александр Лукашенко. Он все зарабатывает и Это- раздает. Ну, если бы все так были, понимаете? Но есть же и проблемы, не все только хорошего в Беларуси. Например, мы помогаем России воевать с Украиной. Беларусь помогает. Дело в том, что в Республике Беларусь, насколько вы понимаете, у нас общая единая концепция оборонной доктрины. Именно, прошу заметить, в Беларуси оборонная доктрина. Но с нашей же территории зашли российские войска в Украину. Ну, честно говоря, я их не видел. Но сам Лукашенко признавал это, и это никак не оборона, а нападение. Ни в коем разе. Республика Беларусь в этой ситуации занимается только обороной своих границ. С нашей территории ракеты летели, самолеты, вертолеты, это как? Не в курсе. Вот в этом плане я не в курсе, честно говоря. У нас Да. тут по методичке тоже проводится проверка. И вам контрольный вопрос. Кто напал на Украину? А кто ж там знает? Правильный ответ. Конкретно я не знаю. При чем здесь Украина? А потому что Беларусь за мир во всем мире. Правильно, мы за мир. Мы за Да. мир во всем мире. А в И мы Украине проводим... идет война, а с нашей территории русские войска зашли в Украину. То есть мы соучастники этой агрессии. А почему вы тогда молчали и не спрашивали, когда оттуда войска подходили к Белоруссии? То, что мы Когда это окружены было? сегодня со всех сторон. Когда это было? Ну, я думаю, что и вы знаете, и я знаю, что войска Ну, подвинулись хотели- к границам Украины. хотели- Скажите, нет, все, я на эти вопросы, давайте не будем вдаваться глубоко в политику. Вы мне задали вопрос, что Да. похорошело в Беларуси. Да. Вот я сказала, что изменился, похорошел наш народ духовно, и Так. внешне наша страна стала действительно красивее, лучше, и народ с каждым годом, мне 73 года, и я знаю историю, я пережила и 70-е, и 80-е, и 90-е годы, и теперь я живу уже вот в 21 веке, год от года народ наш, молодежь особенно, живет лучше, материально лучше. За апошнія 30 год беларуская валюта абесцэнілася ў мільёны раз. Калі б за гэты час не праводзіліся 3 дэнамінацыі ў 100 мільёнаў, то сёння долар каштаваў бы прыкладна 320 мільёнаў рублёў, а еўра 340 мільёнаў. Гэта да слова, як Беларусь харашэе матэрыяльна. Але ж пераканаць Івацік справа неблагадарная, таму што трэба бачыць толькі добрае. І на гэты выпадак у нас ёсць спецыфічная песня, якая пахваліць Беларусь ябацькаўскую. Зараз вы паслухаеце частку яе, а ўвесь навагодні канцэрт гурта «Профілактыка патрыятызма» можаце паглядзець у навагоднюю ноч на канале «Рудабельская паказуха» і на канале «Страна для жизни». З надыходзячым святам вас, беларусы, сілы цярпення вам. Жыве Беларусь! До сустрэчы ў эфіры у новым годзе. Есть на земле место всех милей, место, где щебечет звонко песню соловей. Там в траве, как бриллианты, солнцем блещут росы, там народ живет трудолюбивый. Белорусы. Чистые улицы, светлые дворы, громкий смех проворный, веселой детворы. Люди, как за пазухой у Христа живут, и я не удивлюсь, что
Потому что наш президент сильный, грамотный, умный, мудрый президент. И дай Бог каждому из нас. И А правителю сколько же у нас любого... с этим мудрым президентом девальвации до деноминации прошло? Ну и что, это девальвация? Наша валюта среди стран СНГ самая инфляционная, подешевела. Ну и что она больше всех. подешевела? Ну и что она подешевела? Без